Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, что нежданно и негаданно с вами скоро случится. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, назовите свое имя. Так и спросите, что нежданно и негаданно со мной скоро случится. Не забудьте поставить лайк, чтобы мое предсказание в вашей жизни обязательно отыгралось. Я думаю, что все уже готовы, все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Смотрите, мои хорошие, у вас в основании идет любовь. Видите, прекрасная, огромная, полная чаша. С одной стороны человечек вы, и с другой стороны человечек. Это ваш партнер. Либо уже существующий, либо новый. Вы знаете, здесь песочек нам не показал конкретно, да, откуда и как. Но то, что будет счастливая пара, то, что будет любовь, и любовь это будет делиться поровну. Она будет абсолютно взаимной. Будете любить вы, и вас будут любить. Прекрасная ситуация. Есть у кого-то вот в жизни в данный момент либо стопроцентная уверенность в том, что нет, я одиночка. Одиночка я и останусь. Либо нет, мой партнер меня не любит, не ценит и ничего хорошего нас вместе не ждет. Вы ошибаетесь. Вот эти преграды, они есть, да, я их вижу. И у женщины есть какие-то мысли, преграды, и у мужчины они есть. Они рухнут. Потому что любовь ваша, она прописана в вашей судьбе и в судьбе вашего партнера. От нее нельзя уйти, нельзя отказаться, нельзя закрыться. Все равно у вас найдут эти чувства. И все равно вы будете вместе и будете счастливыми. Любовь, которая дает счастье, наполняет. Это же чаша. Смотрите, полная чаша. И у женщины голова в чаше, и у мужчины голова в чаше. Погружение. Погружение в любовь, погружение в радость. Слушайте, у вас тут еще из чаши идет маленькая птичка. Маленькая птичка – это вестник. У вас будут хорошие вести, у вас будут, как бы вам сказать, да, какие-то ощущения. Вы не только вот от меня услышали сейчас эту информацию, вы еще от кого-то ее услышите, получите. Либо сон вам приснится, либо, знаете как, вам кто-то пожелает. И это обязательно осуществится. Мало того, для тех, кто сейчас переживает за свое здоровье, либо за здоровье любимого человека и думает, боже мой, все так сложно, трудно, эти все болячки, там какие-то неприятности, а что будет, а как произойдет, а все будет замечательно. Даже и не сомневайтесь, чаша ведь не только дар любви, но и дар здоровья, наполненности, хорошей положительной энергетики. Смотрите, мои хорошие, кто-то переживает за работу, но даже не за свою, а, например, за работу своего партнера, мужчины, любимого человека, либо сына, дочери, может быть, даже там, матери или отца. За другого человека вы переживаете. И я хочу сказать, что работа будет. Работа будет тяжелой, но при этом денежной. То есть на ближайшее время, мы смотрим на ближайшее время, будет замечательное предложение, где можно будет заработать и заработать неплохо, но да, придется постараться. Легкого пути на заработок для вашего партнера, для вашего, например, родственника, за кого вы переживаете, не будет. Но работа найдется. Причем найдется она сама. Ну, конечно же, нужно усилия прилагать, надо там спрашивать, там, может, CV свои, резюме отправлять, но работа будет.
Вы не должны думать, что все тут все плохо, закончилось. Нет, придет, обязательно придет. Дальше, мои хорошие. Здесь с родственниками у кого-то проблемы. То ли судитесь вы с ними, то ли постоянно ругаетесь, то ли кто-то от кого-то, знаете, как отказался, говорит, вот все, не хочу тебя ни видеть, ни знать, там, не родственник ты мне, там, уходи, больше никогда не возвращайся. Какой-то был очень серьезный конфликт, как-то люди на друг друга очень обозлились, прям такой холод, прям даже агрессия у кого-то могла быть. Это дело у вас, оно заморозится. Вы этого не ждете. Вы ждете, что будет либо дальше нагнетаться обстановка, либо наоборот, там, благодаря кому-то, чему-то вы помиритесь. Нет, у вас тут идет заморозка. Заморозка идет у вас на определенный период. Какой будет этот период, я не скажу. Ну, тут как бы время, все решит время. Вы как поругались неожиданно, да, вот на ровном месте, так вы неожиданно и помиритесь, но не в ближайшее время. Пока вы друг друга не видеть, не слышать не будете. Не пытайтесь форсировать события, не пытайтесь, ну, если вы очень хотите там примириться, допустим, не пытайтесь этого делать. Сейчас неподходящее время, и результат будет, ну, к сожалению, отрицательным. Да, вот такое предсказание. Так, еще тут у меня человечек очень такой веселый. Ну, вот чем-то занимается творческим человек. Какое-то творчество, самовыражение. И человек очень боится, либо стесняется, либо как-то себя накручивает на то, что это смешно, у меня не получится, мне не стоит этим заниматься. Как-то вот скрывает, возможно, человек, либо не афиширует то, чем занимается. Я вам скажу такую вещь. Вот у вас появится поклонник вашего таланта, и этот человек вам будет помогать, поддерживать, давать вам уверенность в себе. Возможно, даже за вашей спиной будет кому-то о вас рассказывать, либо показывать то, чем вы занимаетесь. То есть такой, знаете, помощник идет, да, кто вам поможет раскрыться, раскрыть свой потенциал и, конечно же, выйти из того кокона, который вы сами себе тут соорудили. Вообще это грех. На самом деле грех скрывать свои таланты, да, зарывать свои таланты в землю. Это нехорошо. Всевышний вас создал талантливым человеком, дал вам возможность, дал вам разум, дал вам душу. Зачем же вы свои таланты прячете? Ну что же вы их стесняетесь? Ну это нехорошо, неправильно, нет. Дураки были всегда и везде. И знаете, тут даже не осуждение, ну, когда там кто-то говорит, о, что это, посмешище и прочее. Это больше зависть. Да, человек, который бездарный, который никчемный, ни на что не способный, из зависти, из таких злых мыслей может говорить неподобное. Поэтому я вам советую, лично я, чтобы вы раскрывались. И плюс вот появится человечек, который будет вам в этом помогать. Так, у кого-то тут прошлое прям на пороге уже стучит копытцем в дверь. Почему копытцем? Ну, потому что человек чудной. Человек такой, знаете, как 33 несчастья. Вот что бы ни делал, чем бы ни занимался, либо не занималась, я не могу сказать, кто мужчина или женщина, но это человек из вашего прошлого. Вы были тесно связаны с этим человеком. Все это как-то прахом обращается. Вот за что не возьмется, то сломает, то изничтожит, то пропадет, то потеряет. Да? Вот абсолютно какой-то невезучий, безлаберный человек. Вот у вас на пороге. Зачем идет? За поддержкой идет, за помощью идет. Причем, знаете как, не просить будет, требовать будет. Вот скажет, а ты мне должна, да, а вот помоги. И вот, знаете, как-то нагло, вот прямо я говорю, копытцем в дверь стучится. Знаете, мои хорошие, вам такие абьюзеры, они на самом деле не нужны. И иногда очень важно уметь сказать нет. Нет и все. Дверь закрыта. Сегодня у меня день закрытых дверей. Знаете, есть открытые двери, а вот у вас будут закрытые двери. Не пускайте этого человека. Он придет, опять нашкодит, вас расстроит, еще какой-то диссонанс внесет в вашу жизнь. Не надо. Будь то бывший, будь то какая-то подруженька, там, родственница, родственник, не надо.
вам этого не надо. Вам сейчас нужно собирать свои силы, собирать свою энергию, сгруппироваться надо. Сейчас объясню для чего. Здесь, вот если мы посмотрим в венец, да, у нас здесь человек, который получает. От высших сил человек получает. Здесь будет дар. Дар, либо возможность, либо какая-то перспектива. Она вам по судьбе. Вы об этой возможности, об этой перспективе очень долго просили высшие силы. Молились, просили, умоляли, выпрашивали. Понимаете? И вам будет дано. Когда это произойдет у вас с приходом новой луны. Новый месяц, новая луна. Вот у вас появится возможность получить желаемое. И вам нужно быть, во-первых, полностью к этому готовым. И физически и морально, это очень важно, чтобы вы не испугались, чтобы вы в нужный момент сделали правильное движение, сфокусировались на этом, чтобы у вас было собрано определенное количество, запас прочности, энергии, возможности. Еще и ресурсы, возможно, вам понадобятся. Поэтому, мои хорошие, вы должны сейчас заняться тем, чтобы готовиться к вот этому счастливому моменту. Обязательно. Не пропустите. Не пропустите. Я вижу, что вы-то берете, но мне не очень нравится то, что ваши ручки, они влево направлены, в левую сторону. То есть здесь 50 на 50. Если будете не готовы, к сожалению, эту возможность вы пропустите. А если вы полны сил, энергии, если у вас все вот уже, знаете, как подготовлено, вы возьмете, у вас все получится. Так. Здесь у меня семья с каким-то планом, с какой-то задумкой, с какими-то мыслями. Это именно классическая семья. Мама, папа, дети, возможно, даже еще пару родственников есть. Семья что-то либо думает, либо к чему-то готовится. Может быть, это переезд, может быть, это какая-то... вот что-то глобальное, понимаете, что-то глобальное вы будете делать, вот как все вместе, либо это всех вместе задевает. Вот вы все участники, в равной степени участники. Смотрите, страх за будущее, страх за то, что может не получиться, либо не сложиться, либо вот еще может быть страх, что это опрометчивое решение. Я вам скажу такую вещь. Во-первых, эта ситуация, она исполнится тютелька в тютельку. Во-вторых, это было прописано в ваших судьбах еще до вашего воплощения в этой жизни. И в-третьих, путь открыт. Даже если в самый последний момент вы откажетесь от реализации задуманного либо этого плана, вас высшие силы все равно, скажем так, в легкой форме, надеюсь, что в легкой форме, принудят к тому, чтобы вы это осуществили. Это должно быть. Поверьте, вы заслужили, вы заработали. Не зря в вашей голове этот план, не зря у вас эти желания появились. Это, знаете, как для всех. Вот именно для всех, для вас, для семьи, для вашего маленького комьюнити. То есть это должно быть, и это обязательно произойдет. О чем хочу предупредить? О том, что у вас по какому-то поводу есть иллюзии. Иллюзии, либо недостаточно информации. Лучше изучайте. Изучайте, пытайтесь находить не только хорошее, но и какие-то, может быть, скользкие, узкие моменты, которые лучше изучить, скажем так, на берегу, да, чтобы потом не было разочарований, чтобы вы были готовы, чтобы вы понимали, с чем вы столкнетесь, либо как это можно пережить, либо адаптировать под себя. Вот это очень важно. Так, здесь я вижу, что кто-то задумал очень серьезную покупку. Нечто дорогое, нечто такое прям важное. Для кого-то это будет как инвестиции на будущее, для кого-то это как острая необходимость. Возможно, речь идет о покупке автомобиля, либо даже о каком-то имуществе, да, там, квартиры, дачи и прочее, прочее. Смотрите, мои хорошие. Все, что вы задумали, у вас осуществится. Но
скорее всего, вы купите не то, что вы задумали. Ну, допустим, вы себе представляете вашу покупку, да, вы хотите купить, ну, допустим, автомобиль, да, определенной марки. Вы об этом думаете, вы об этом мечтаете, вы идете, например, покупать автомобиль, и в последний момент под влиянием, может быть, какой-то информации, либо ценника, вы выбираете другой автомобиль, другую марку. И то же самое, вы хотели приобрести жилье, вы рассматриваете, либо там представляете, буду жить в одном районе, хочу, чтобы это было, например, там, квартира определенного габарита, вы начинаете искать, вы находите в последний момент, ну вот как... Опять же таки, да, поступает предложение, возможно, либо какая-то информация, и вы меняете свое решение и покупаете, например, не квартиру, а там, земельный участок, либо частный дом, либо, может быть, совершенно там, в другом городе даже будете покупать что-то. То есть у вас так именно идет. Вот в последний момент все меняется. И меняется к лучшему. Ваша задумка, она на самом деле неплохая, но высшие силы здесь внесут свою корректировку. Здесь идет прямая помощь высших сил. То есть ваше решение, оно хорошее, оно правильное, но вы то ли... как будущее свое не просматриваете. Ну, допустим, да, вы приобретаете автомобиль, марка которого вам очень нравится, но вторичный рынок этих автомобилей, он, например, не котируется, да, либо эти автомобили, они по каким-то причинам там, вторичного использования, они уже там, более дешевые. Либо место, где вы хотите приобрести жилье, там, например, в будущем будет считаться там, неэкологичным. Да? Вот. И высшие силы вот такую корректировочку вам вносят. То есть ваше решение в последний момент поменяется, вы как бы спонтанно будете уже покупать, да, под влиянием либо высших сил, либо какой-то информации, и вы купите именно то, что надо. Перспективу вы оцените позже. То есть, может быть, со временем, там, год, два, три пройдет, и вы поймете, боже, как замечательно, что я тогда в последний момент передумала и приобрела, например, в том месте, либо именно тот автомобиль. То есть, вот какая-то интересная ситуация. Так, еще неожиданно здесь у нас произойдет избавление, для кого-то вот идет избавление от очень сложного и противного человека. Человек, который пытался над вами, ну скажем так, доминировать, пытался вас либо... Что пытался? Может быть, и сейчас происходит, да, человек вас угнетает морально, физически также может быть. То есть этот человек вам неприятен. У вас нет сил, возможности избавиться от этого влияния. Но я вижу, что здесь высшие силы помогают. Вот этого человечка что-то, ну как бы вам сказать, да, что-то произойдет. У кого-то будет одна ситуация, у других другая ситуация. Здесь этот человечек из вашей жизни уходит и больше вам не мешает. То есть у вас получается свобода. Я надеюсь, что вы оцените то, что сделают для вас высшие силы. И начнете жить, развиваться. И нагоните все то, что было, скажем так, пропущено, да, из-за этого влияния, из-за этого давления. Так, и еще, пожалуй, самый важный момент. Момент касается денег материального. Здесь какая-то счастливая ситуация, либо, как бы вам сказать, она-то заслуженная. И я даже вижу, что вы, наверное, и достаточно плотно так потрудились, поработали. Но вот вам еще и как повезет, понимаете? Вам еще как повезет. Вам тут денежки пойдут, вот прям, знаете, таким дождиком. И дождик сначала, знаете, как грибной, да, такой, так чуть-чуть покапает, а потом он будет усиливаться. Что важно, чтобы вы поменьше рассказывали, откуда у вас деньги, поменьше рассказывали, чем вы занимаетесь, как вы занимаетесь, где вам повезло, где не повезло. Вот вам нужно научиться рыбкой перекидываться. Знаете, рыбки, они же не разговаривают, да, они вот в ротик воды набрали и глазками так по сторонам так смотрят. Вот и вы. Когда вас будут спрашивать, чем вы занимаетесь, откуда у вас денежка, на что живете, представляйте, что вы рыбка. Рыбка и все. Можете просто так рот открывать, чтобы звука не было.
И пусть о вас думают, что хотят. У вас какой-то большой риск того, что вас могут либо поглазить, либо испортить, либо, знаете, как обзавидоваться, да, и вот прям как перебить вам все. Вот, чтобы этого не произошло, чтобы ваш грибной дождик все-таки прям в ливень превратился, да, либо там ливень с градом еще лучше, постарайтесь просто молчать. Молчать и все. Обидится человек, не обидится, вообще не важно. Хуже будет, если вы потеряете ту возможность, которая у вас по деньгам открывается. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.